Здравствуйте, меня зовут Савельева Евгения Витальевна. Я преподаватель церковно-славянского языка в семинарии и церковного пения у регентов. Преподаю эти предметы уже с 2006 года, то есть 19-й год, еще со времен духовного училища. Для чего нужен церковно-славянский язык вообще, прежде всего? Ну, во-первых, начнем с того, что это живой язык церкви. Все богослужения, все священные тексты, то есть священного писания, они написаны именно на этом языке, церковно-славянском, не старославянском, а церковно-славянском. Церковно-славянский язык – это особенный язык, на нем не говорили. Естественно, грамматика у него тоже сложная, даже немножко сложнее, чем русский язык. Поэтому нужно ее изучать для того, чтобы понимать этот язык. Конечно же, церковно-славянский построен на славянском языке, на нашем языке, но с привнесением, конечно же, некоторых конструкций из греческого, то есть грецизмы тоже там присутствуют. Это естественно, потому что мы восприняли православие из Византии, это Греция. В церковно-славянском языке не 33 буквы, как в русском языке, а 40 букв. Есть несколько дублетов, то есть это нужно изучать этот предмет, замечательный, прекрасный наш церковно-славянский язык, для того, чтобы в полном объеме понимать тексты Священного Писания, для того, чтобы полноценно участвовать в церковной практике, то есть и в церковных таинствах, и на богослужениях, чтобы понимать, о чем речь, что говорит священник, что отвечает хор, потому что все хоровые произведения тоже, конечно же, написаны на церковно-славянском языке. А на регентском отделении я преподаю церковное пение, тоже уже 19-й год. И сама я являюсь певчей Вознесенского собора в данный момент. Вообще я певчей уже в этом году исполняется 30 лет, как я являюсь певчей православного хора, православной церкви. Пела, конечно, в разных городах и странах, и храмах. Огромнейший опыт, и очень люблю это свое дело. Вот таким образом совмещаю преподавание церковно-славянского языка и церковного пения.